Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе занятия командира в Министерстве обороны проходят командные сборы. Горная Абхазия, зима, презентация документального фильма одноименного проекта. В ожидании праздника благотворительный фонд «Абхазия» детям. Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Крым премьер-министр Абхазии Артур Микваби посетил Ялту, где встретился с главой администрации города Андреем Ростенко. В ходе встречи Артур Микваби предложил заключить договор о побратимстве между Ялтой и Гагрой. Администрация Ялты с энтузиазмом приняла данное предложение, сообщает информационный сервис «Юг-Ялта». Ростенко пообещал лично посетить Абхазию для подписания договора о побратимстве, отметив, что еще никогда не был в Абхазии и с удовольствием воспользуется предложением. Также в ходе встречи в Ялте администрации обсуждался вопрос возможного возобновления некогда популярной пароходной линии Сухум-Ялта-Севастополь. Сегодня в нашей программе смотрите расширенный репортаж о рабочем визите премьер-министра Артура Микваби в Крым. Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении россиян, постоянно проживающих в Абхазии. Соглашение было подписано в Сочи в апреле этого года министром труда и соцзащиты России Максимом Топилиным и министром труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия Сураном Кирселяном. Реализация соглашения позволит повысить уровень пенсионного обеспечения россиян, проживающих на территории Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе по состоянию на 1 января 2015 года. Это порядка 10 тысяч рублей. Сегодня в артиллерийской группе абхазской армии на командных сборах руководящего состава оборонного ведомства страны и Генерального штаба вооруженных сил, а также командира воинских частей и подразделений были проведены занятия. Руководил ими первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии Анатолий Хрулев. Практически у нас начинается новый учебный период 2016 года. Целью данного занятия стоит это теоретически напомнить офицерам, руководящему составу Министерства обороны, Генерального штаба, командирам подразделений и практически показать основные элементы повседневной деятельности, за исключением боевой подготовки. Боевая подготовка – это отдельное занятие, у нас готовится на учебных местах, полигонах и танкодромах, где будут то же самое офицерам показано. А сегодня мы вот эти занятия традиционно проводим накануне нового учебного периода, который у нас начнется 11 января 2016 года. В связи с тем, что подписан договор и ратифицирован о создании группировки, внесены некоторые моменты по приказу министра обороны, указу главнокомандующего в элементы боеподготовки. Вот эти особенности мы сейчас и доводим до всего офицерского состава для того, чтобы выработать единую методику для подхода к повседневной деятельности и организации боевой подготовки. Президент Рауль Хаджиба поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником. Энергетическая отрасль по праву считается одной из стержневых в экономике государства. Надежная работа энергетического комплекса является важнейшей составляющей динамичного развития экономики. Именно от труда энергетиков зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений, объектов социальной инфраструктуры, школ, больниц и, самое главное, тепло и уют в домах жителей Абхазии, отмечается в частности в поздравлении. Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает потребность в модернизации и развитии инженерной инфраструктуры, что приведет к снижению издержек и повышению в результате эффективности отрасли и качества энергообеспечения страны, подчеркнул Рауль Хаджиба. В Доме культуры города Гагры прошел вечер, посвященный году Владислава Арзнаба. Мероприятие завершает празднование юбилея первого президента Абхазии в Гагрском районе. Учащиеся школ района подготовили музыкальный спектакль «Образы исторических личностей, внесших вклад в становление абхазского государства от царя Леона, Килишпея Чачба до Нестора Лакоба», представленный через призму воспоминаний главного героя спектакля – Абхаза. И Владислав Арзнаба, как продолжатель дела руководителей Абхазии прошлых столетий. Вот лейтмотив спектакля. Знать историю нашей страны, естественно, знать самого Владислава Григорьевича Арзнаба. Они кропотливо изучали биографию этого человека, его вкусы, все то, что касалось его жизни, его политической карьеры, его науки. Все это
детьми как бы активно развивалась, и активно они писали насчет и исследовательские работы, и сочинения. Вот в течение года мы завершаем год Владислава Григорьевича Арцеба, но это не значит, что мы больше не будем об этом говорить. Мы уроки истории, которые проходят в школе, уроки Апсора и так далее, все это подразумевает эта личность, и мы, естественно, продолжаем и будем говорить об этом во все времена. Презентация документального фильма «Горная Абхазия. Зима» прошла сегодня в Абхазской государственной филармонии. Фильм – результат масштабного проекта «Горная Абхазия. Времена года», в рамках которого прошли несколько экспедиций. Отснятый материал и лег в основу документального фильма. На презентации присутствовал президент Рауль Хаджимба, который вместе с компанией «Аквафон» поддержал идею проекта. Подробности в репортаже Налы Мукба. Проект «Горная Абхазия» открыл всему миру захватывающую красоту высокогорной Абхазии, ландшафты нетронутой цивилизации, удивительный снежный мир, который тысячелетиями существует рядом с нами. Экспедиции были начаты около 5 лет назад. В этом году мы завершаем проект, и этот вечер мы назвали «Страна тайного духа природы», и в рамках этого вечера мы презентуем первую серию летнюю наших экспедиций и большой полнометражный документальный фильм, который в дальнейшем мы планируем переводить на разные языки и выставлять на кинофестивале. И в рамках этого проекта мы постоянно говорили о горной топонимике, мы постоянно говорили о наших традициях в горах, о необходимости их возрождать. То есть на самом деле перед нами стояли не только туристические задачи. В ходе экспедиции была собрана экспертная информация о метеорологических, гидрологических и климатических особенностях горных районов Абхазии в разные времена года, а также создана база уникальных фото и видеоматериалов. Этот проект был поддержан президентом Республики Абхазия, и таким образом он имеет государственное значение. Государственное значение заключается в том, что Абхазия предстает вот в этих замечательных фотографиях, фильмах, вот в том фильме, который мы увидим сегодня, как страна абсолютно неисчерпаемых возможностей. Дело в том, что Абхазия – это туристическая страна, и очень важно максимально развивать туристический потенциал. Поэтому то, что команда Тенгиза Тарба приоткрыла вот другую сторону, привычно, может быть, для кого-то Абхазии, это бесценно. Проект «Времена года» невозможно было бы осуществить без поддержки. Тенгиз Тарба, выступая на презентации фильма, поблагодарил за доверие и помощь президента страны Рауля Хаджимба и компанию «Аквафон». Какими бы высокими и значимыми ни были цели и задачи, их реализация крайне сложна, а порой и невозможна, без поддержки и доверия. Хочу поблагодарить президента Абхазии, в лице генерального директора всю команду компании «Аквафон». Мы встретили в «Аквафон» неподдельный интерес и понимание. Это было настоящее сопричастие, придававшее нам силы. Оператор связи «Аквафон» поддержал один из самых интересных проектов, и более 6 миллионов интернет-пользователей смогли увидеть материалы экспедиции. Таким образом, о красотах Абхазии узнали во всем мире. И что бы он ни делал, он делает очень качественно. И мы очень рады, что поддержали его вновь. И благодаря тому, что и президент Республики Абхазия Рауль Джумкович поддержал этот проект состоялся. Мы имеем потрясающий продукт, видео, фотоматериалы. Эти материалы дают возможность людям осознать, что Абхазия – это туристическая страна с большой буквы. Зрителям были презентованы видеоролики о летних экспедициях 2015 года команды проекта «Горная Абхазия. Времена года», прошедших на северных склонах горного массива Чадым и западных склонах Гагарского хребта. Отличительной чертой проекта стали иллюстрированные дневники, отражающие наиболее интересные события экспедиции. Закрывал мероприятие показ полнометражного документального фильма «Горная Абхазия. Зима». По завершении вечера гостей ждал приятный сюрприз от первого мобильного оператора – красочный календарь «Аквафон» на 2016 год, в который вошли самые живописные фотографии, сделанные в ходе проекта. Нала Мукба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В нашей программе сегодня смотрите документальный фильм «Горная Абхазия. Зима».
Итоги уходящего года подвел и Государственный фонд развития абхазского языка. Сегодня у них состоялась отчетная презентация. На мероприятие пришли ученые, языковеды, писатели, историки, художники, все, кто имеет отношение к фонду. Здесь были представлены работы, которые выполнены в течение года в стенах фонда. Детские сказки, методика преподавания, развивающие пособия. Это далеко не весь перечень литературы, которая была подготовлена за год. Мы в этом году смогли издать абхазские сказки для детей. Между прочим, после 60-го года прошлого века не издавались детские сказки иллюстрированные. Также мы издали под авторством Ады Кварчели пособие по изучению для не знающих абхазский язык за 20 уроков. Изданы специальные рабочие тетради, книжечки, очень интересные книжечки для детей, для детских садов. Новый год – это самый радостный и долгожданный праздник, особенно для маленьких детей. Благотворительный фонд «Абхазия» дарит праздник 4 школам в селах Атара, Абхазская, Кындых, Мук, Бедия. Об этом наш следующий сюжет. Утро ребятишек села Кындых началось в школьном дворе в ожидании сюрприза. Более полусотни детей вместе со своими учителями встречали гостей. Представители благотворительного фонда «Абхазия» привезли детям новогодние подарки. Помимо этого, представители фонда устроили для школьников профессиональную фотосессию в рождественской атмосфере. А сказочные декорации для съемки предоставила фирма «Каролина Декор Дизайн». Дети тоже подготовились к встрече. Они пели, танцевали и рассказывали стихи. Как рассказали представители фонда «Абхазия», новогодние подарки получат 257 малышей. Как и в предыдущие годы, подарочные наборы предоставила компания «Премиум». 4 школы в этом году мы хотели порадовать, создать им праздничное настроение с подарками. У нас дальше планируются другие мероприятия уже в январе, но это об этом чуть позже. Эта программа у нас идет с прошлого года. Мы постепенно хотели охватить все сельские школы. Непосредственно детям к празднику мы возим что? Учебники, оргтехнику, новогодние подарки. Вот такие маленькие праздники для школ. Руководитель попечительского совета благотворительного фонда «Абхазия» Илья Шаданя поздравил школьников и преподавателей с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. И отметил, что подарить ребенку радость, даже небольшую, это приятно каждому человеку. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить все население нашей страны с наступающим Новым годом, пожелать счастья, благополучия нашим детишкам, взрослым, всем всего-всего хорошего. С Новым годом! Представители благотворительного фонда «Абхазия» говорят, что это не разовая акция. Фонд «Абхазия» и дальше будет помогать сельским школам находить новые возможности, чтобы привлекать людей, готовых оказать поддержку. Уже завтра фонд «Абхазия» порадует детей в селе Моква и послезавтра в Бедии. Акция продлится и в новом 2016 году. Рената Шакая, Астамур Гушба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха ночью 1,3, днем 8-10 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.